следующем году доступность медпомощи для жителей столицы станет лучше. Именно с такими жалобами чаще всего обращаются сыктывкарцы на горячую линию Минздрава. Об этом в интервью нашему каналу сообщил руководитель ведомства Игорь Дягилев на юбилее Сыктывкарской поликлиники номер 3. В концертном зале столицы медработников и ветеранов поздравили народные коллективы республики и партнеры. Самостоятельная поликлиника стала в 1972 году, отделившись от центральной поликлиники города. А сегодня это флагман первичного звена здравоохранения в Коме. С тех пор, естественно, и мощности, и кадровый резерв значительно уже расширился. Так случилось, что в феврале 2019 года снова произошло объединение поликлиник города Сыктывкара. И сейчас всю практически территорию города Сыктывкара обслуживает Сыктывкарская городская поликлиника номер 3. Это более 150 тысяч населения города, это более 1000 сотрудников поликлиники. В третьей поликлинике внедряют передовые технологии, в том числе и пилотный проект по доступности в 2023 году. Уже в первом квартале нового года сыктывкарцы смогут ощутить, что запись к терапевту и узким специалистам ускорилась, сообщил руководитель Минздрава Коми, а также поздравил поликлинику с полувековым юбилеем. Это высокопрофессиональный персонал, начиная от уровня администрации, заведующих, главного врача, заместителей, всех врачей, медицинских сестер, санитарочек, административного аппарата, который каждый день на своем месте, каждый делает свой большой вклад в развитие большой работы. И вот эта работа на благо каждого пациента. В ближайших планах Минздрава республики строительство поликлиники в местечке Лесозавод. Уже определен земельный участок, идет проектирование объекта. Завершить важный социальный объект планируют в конце 2024 года.